Отец Александр, а почему Новый год проходит служба в Вознесенском кафедральном соборе? Это же языческий праздник. Языческий? Ничего в нем языческого не вижу. Это обычный гражданский праздник. Переход с одного старого календарного года на новый календарный год. Эта служба не имеет какого-то литургического значения, однако по традиции служится особый молебен, когда мы благодарим Господа за прошедший год, просим благословения на предстоящий, наступающий год. И ничего страшного в том, что церковь как бы с народом и слушает потребности и чаяния народа в этом плане. Ничего языческого здесь нет. Я вам даже больше скажу. В известном празднике Наурыз тоже языческого ничего нет. Если открыть Священное Писание Ветхого Завета, то, как ни странно, самый настоящий, самый правильный год – это Наурыз. То есть день весеннего равноденствия. Месяц же этот будет первым вашим месяцем. Это не я, опять же, придумал, написано в Ветхом Завете. Языческий праздник – это там посвященный, там, я не знаю, какой-нибудь Калиде, Ахуре Мазде или еще там кому-то. А здесь ничего языческого нет. Обычное гражданское новолетие.